Приветствую! В данном видео речь пойдет о наиболее эффективных методах для коррекции своей судьбы. У каждого из нас периодически возникает вопрос, как сделать свою жизнь немножечко счастливее, стать немножечко успешнее в материальном мире. И так получилось, что ввиду своей астрологической практики я сталкивался с различными методиками. Часть из них подтвердила свою эффективность, часть из них, как по мне, оказалась не очень-то и полезными. Итак, первым из способов, который действительно приносит пользу, является применение цветочных эссенций доктора Баха. Данные цветочные эссенции довольно-таки распространены в странах западного мира, в некоторых европейских странах их преподают на медицинских факультетах, в некоторых их стоимость возмещается страховыми компаниями. В Британии данные цветочные препараты сертифицируются на уровне с лекарственными препаратами. Они абсолютно безвредны, не обладают никакими побочными эффектами, это уже подтверждено практически столетием практики. И единственная причина, по которой они не стали еще чрезвычайно популярными, это скорее всего потому, что наша медицина не любит здоровых пациентов. Данные цветочные препараты действительно способны помочь нам решить ряд психоэмоциональных проблем, справиться с чувством вины, чувством неуверенности в себе, с неуверенностью в выборах, с чувством страха определенной и неопределенной природы и так далее. Более 38 препаратов, каждый из них выполняет какую-то свою определенную роль. Вторым способом для коррекции судьбы является применение драгоценных и полудрагоценных камней. В ведической астрологии данные камни действительно применяются, но весьма ограниченным способом, только драгоценные, только на пальцах, только очень дорогие камни. В то время как специалисты литотерапии применяют их только исходя из формы кристаллической решетки, их цвета и каратность подбирают в зависимости от твердости. И данные камни действительно способны помочь нам привести свое энергетическое тело в порядок. Они действуют подобно методики акупунктуры, регулируя наши 12 меридианов и делая нас более здоровыми. Соответственно, если человек обладает более здоровой энергетикой, он притягивает в свою жизнь гораздо более гармоничные вещи. Хочу сказать, что подбор цветочных эссенций, так же как и применение камней, достаточно легко проверить с помощью методов кинезиологии, когда определенные вещи усиливают либо ослабляют нашу мышечную реакцию. Эта информация будет полезна как для практикующих астрологов, так и для тех, кто хочет изучать, поскольку очень важно все-таки изучить, подходит ли методика подбора и действительно ли она помогает людям получить необходимые результаты. Также во время астрологической консультации можно легко определить те травы, специи и продукты питания, которые могут принести пользу физическому телу человека, которые потом точно так же легко можно проверить с помощью методов кинезиологического тестирования. И безусловно, все вышеперечисленные методы являются довольно-таки удобными для того, чтобы помочь нашим близким, которые не желают записываться на консультацию и получить какую-то определенную помощь. Третьим наиболее практичным и доступным способом для коррекции судьбы является подбор благоприятного времени для начинаний, но здесь существует проблема, в интернете очень много рекомендаций о том, что целый день будет благоприятен для любых видов начинаний. Я с этим не согласен, поскольку под конкретный вид начинания должно быть подобрано отдельное время, которое очень часто имеет диапазон от часа до 2, и здесь необходимо учитывать, как близнецы, которые родились с разницей буквально в пару минут, точно так же судьба наших начинаний будет довольно-таки сильно разниться в зависимости от того времени, в котором мы начали. Также на данный момент в ведической астрологии существуют большие проблемы с тем, как правильно рассчитывать данное время, и с этим у меня связана отдельно очень вдохновляющая история, своего рода Индиана Джонс в мире ведической астрологии. Ссылка сейчас появится на экране. Четвертым способом для коррекции судьбы, ввиду того, что сейчас существует очень много фрилансов, очень много удаленных видов работ, является определение места для проживания. И с помощью данных техник, они являются довольно-таки древними, можно определить, в какой точке мира у человека будет раскрываться по-другому судьба, где он будет получать больше времени, где он будет получать больше денег. Также важными способами для коррекции судьбы является применение мантр. Техники, конечно, на любителя, не каждый готов к этому, но хочу сказать, что существуют древние техники Джаймини, которые помогают определить ту мантру, которая наведет порядок в нашей духовной жизни, и мантра, которая способна помочь нам в материальном мире. Также очень важна благотворительность. Необходимо учитывать только, что жертвовать нужно на проекты, которые повышают уровень сознания человечества на этой планете. А если мы просто пожертвуем деньги какому-то человеку, который потратит их потом на алкогольные напитки, необходимо понимать, что мы особо не улучшим этим свою карму. И, конечно же, в топе коррекции судьбы является определение подсознательных программ, которые мешают жить человеку. Это все равно, что топор воткнутый к нам в голову, человек просто ходит с ним, и когда предлагаешь ему вытащить, человек просто говорит: нет-нет, это полный порядок, я, пожалуй, с ним еще похожу. В то время как если мы определим эти подсознательные шрамы и приложим туда даже небольшое количество усилий, мы способны сдвинуть огромные горы мусора со своей жизни. Это подобно аналогии с поездом, где достаточно нажать только одну кнопку и запустить двигатели,
вместо того, чтобы бегать по вагонам, срывать все рычаги, пытаться обработать какие-то свои второстепенные качества, которые особо не влияют на нашу жизнь. Поэтому, друзья, сосредоточьтесь на важном. Благодарю за внимание. До скорых встреч.